Очередной этап ремонтных работ, в ходе которых специалисты должны ввести в эксплуатацию новый водовод на одной из центральных дорог столицы, начался более месяца назад. Заменен водовод, трубы которого были заложены еще в 50-60-х годах прошлого столетия. Срок их службы 25 лет, а эксплуатируются они уже более 50. Возраст некоторых участков водопровода достигает 70 лет. Водопроводная сеть у нас в плачевном состоянии находится. На улице Арденба здесь главный такой водовод диаметром 315, и труба уже пришла в большую негодность и большой износ. Вы, наверное, заметили, часто копали в этих местах, но уже просто варить и приваривать невозможно. Она превратилась как сито. Все работы столичная администрация проводит за счет собственных средств. Их не просто собрали, кое-где сократили расходы и прибавили сэкономленные. В итоге изыскали 8 миллионов рублей. Развязка у нас идет от улицы Джона до Воронова. Здесь два водовода, и по второй стороне, то есть это замена трубопровода на полиэтиленовую, которой гарантия 50 лет. Поэтому будем надеяться, что здесь у нас не должно быть проблем. Но участок очень сложный был. Это центр, переход 3 кварталов. Сейчас поставили задвижки в камерах, чтобы не отключать город, а могли при производстве каких-то работ как бы локально это делать. По завершению работы администрация Сухума планирует восстановить дорожное полотно. И это будет не ямочный ремонт, а полноценное асфальтное покрытие большой части улицы. Эта дорога одна из главных республиканского значения. Она у нас имеет одностороннее движение, она очень важная, поэтому мы планируем именно здесь потом сделать покрытие. Немножко кусками, но большими. Все-таки большими картами это не маленький ямочный ремонт, от которого тоже нужно уходить. Конечно, не хватает асфальтово-бетонного завода. Мы с протянутой рукой, если видели, хотели перед праздником города сделать, где-то залатать, нам никто не дал асфальта. По словам специалистов, водоснабжение в Сухуме после завершения ремонтных работ улучшится. В ближайшее время никаких отключений воды не планируется. Если они и произойдут, то только из-за отключения электроэнергии, либо чрезвычайной ситуации. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение.